Якутская ГРЭС вот уже полвека обеспечивает электроэнергией жителей Якутска и центральных районов республики. На сегодняшний день станция снабжает электроэнергией более 55% населения Якутии. Основное топливо ЕГРЭС – это природный газ, добытый на Вилюйском месторождении. Поставщик голубого топлива – компания «Сахат-Транснефтегаз». После подогрева и очистки от примесей газ подается через распределительный пункт камеры сгорания турбин. Транспортировка электроэнергии происходит по 6 высоковольтным линиям напряжения 110 киловольт. Далее ее распределяют центральные электрические сети. 50 лет назад было установлено 4 ГТ-25, то есть установленная мощность станции была всего лишь 100 мегаватт. С появлением новых мощностей стали выводить из эксплуатации на ГРЭС-1 выработавшего ресурс газотурбинной установки. Мы должны вести режим таким образом, то есть чтобы у нас не произошло никаких там ситуаций, в общем, которые могли бы привести к аварийной работе. Наведем режим по приборам этим, на них опираемся и таким образом ведем безаварийную работу. Высококвалифицированный персонал Якутской ЕГРЭС слаженно и четко выполняет свою работу. В компании трудятся большие династии, наравне со старшим поколением работают молодые выпускники местных и федеральных вузов. У коллектива станции, у самой станции большое будущее. То есть 50 лет – это только начало славной истории. К сожалению, оборудование тоже не молодеет, соответственно, и требует замены. 2 машины мы уже вывели в прошлом году из эксплуатации. В этом году в июле месяце также планируем вывести оставшиеся 2 газотурбинные установки 12 мегаватт. В конце прошлого года на территории Якутской ГРЭС была построена пиковая водогрейная котельная мощностью 300 гигакалорий в час. Она была спроектирована, построена для замещения выбывающих мощностей. Идут предпроектные работы, изыскательные работы. На территории Якутской ГРЭС-1 будет построена вторая очередь Якутской ГРЭС-2. Взамен этого главного корпуса будет построен новый главный корпус с 2 газотурбинными установками и с котлами-утилизаторами. Уже в 2025 году мы должны произвести пуск вновь построенной станции с 2 энергоблоками по 80 мегаватт. Таким образом, мощность станции постепенно снижается, но большая часть инфраструктуры действующей ЕГРЭС вольется в живой организм второй очереди ЕГРЭС-2.